Добрый день, уважаемый президент, уважаемый Джумхур Кенеш. Меня зовут Азамат Асанов. Я представляю туризм, основанный на сообществе в городе Каракол. Я бы хотел сказать о законе об обязательной регистрации туристов на территории Кыргызской республики. Данный закон он препятствует развитию туристов именно в нашем секторе, в Кыргызстане в целом, и создает новые какие-то коррупционные схемы для правоохранительных органов и для других органов, которые проверяют туристов. Наш город Каракол в основном занимается туризмом. Многие люди зарабатывают на жизнь в зимний и летний период. Я считаю, что данный закон препятствует развитию туризма на данный момент, и его нужно отменить. То есть от имени всего туристического сообщества Кыргызстана и Каракола в целом прошу вас не принимать данный закон. Меня зовут Щелгачев Александр, я являюсь хозяином гостевого дома «Арго», город Каракол. Обращаюсь к президенту Кыргызской республики Алмазбеку Шершеновичу, чтобы закон об обязательном регистрации туристов был отменен. Потому что люди просто теряют время, это их отзывы. Уважаемый президент, меня зовут Джамиля, я хозяйка кофейни в городе Каракол. Туризм для города Каракол является одной из основных отраслей, за счет которого мы и живем. Ваш закон о регистрации – абсолютная противоположность развития Кыргызстана и развития туризма. В то время как соседние страны упрощают эту систему, мы же делаем шаги назад. Я прошу вас услышать голос народа и отменить эту регистрацию. Мы, город Каракол, против этой регистрации. Меня зовут Фархат, я являюсь жителем города Каракол. Я здесь занимаюсь тоже предпринимательской деятельностью в сфере общепита. Вот у нас кафе, гостиницы. Мы в этом плане уже 15-20 лет. Поэтому мы бы хотели, чтобы туристическая индустрия развивалась только у нас. Они, допустим, принимались какие-то меры в плане того, чтобы препятствовать посещению туристов к нам сюда, в Кыргызстан. Поэтому от лица всего Каракола, от лица молодежи, то, что вот мы хотим, стараемся, пытаемся поднять, привлечь туристов, создаем определенные условия, заинтересованы в этом очень сильно. Пользуясь тем, что у нас прекрасное озеро, прекрасные горы, мы бы хотели обратиться к президенту Кыргызской республики, уважаемому Алмазбеку Шершеновичу, чтобы он подписал, отменил вот это вот все то, что препятствует приезду гостей к нам. Поэтому хотелось бы, чтобы мы, наоборот, развивали туристическую тему. Здравствуйте, уважаемый президент, уважаемые депутаты Джумхур Кенеша. Я хотела бы обратиться к вам. Я владелица маленькой кофейни в городе Каракол, Каракол кофе, которую посещает много туристов. И в связи с выходом закона об обязательной регистрации туристов, это не очень удобно для туристов, и хотелось бы, чтобы пересмотрели этот закон или вообще сняли, потому что это очень неудобно. Здравствуйте, меня зовут Екатерина, я работаю в туризме. Я хотела бы прокомментировать новый закон о том, что нужно иностранным гражданам зарегистрироваться в течение 5 дней. Несколько лет назад, если вы помните, когда был принят закон о том, что иностранные граждане могут находиться без визы в стране в течение 60 дней, это сильно увеличило поток туристов. У многих людей появилась возможность заработать, в том числе у тех людей, которые живут в удаленных районах, в деревнях. Также многие люди построили гостевые дома, гостиницы и развивали эту индустрию. Сейчас, если этот закон вступит в силу о регистрации в течение 5 дней, сильно уменьшится поток туристов, потому что это станет проволочкой. Некоторые люди, у них ограниченное количество дней отпуска, и они не хотели бы их тратить на какие-то бюрократические вещи. Они хотят, допустим, приехать и сразу же поехать в горы. У них всего 5 дней. И если им нужно потратить 1 день на регистрацию, это может остановить их, и они могут поехать и выбрать, допустим, другую страну, и не поехать к нам в Кыргызстан. Многие люди потеряют работу, и резко уменьшится поток денег в бюджет. Поэтому
Я надеюсь, что все-таки этот закон не вступит в силу. Спасибо. Меня зовут Балахишева Мадина, являюсь менеджером отеля «Маданур», который находится в городе Каракол. По поводу последних изменений в законе о внешней миграции, хотелось бы обратить внимание тех людей, которые принимали этот закон и которые могут внести изменения в этот закон. Данный закон, к сожалению, создает очень много коррупционных схем в работе наших чиновников, от чего страдают туристы и страдает наш бизнес. Наше предложение такое, что, возможно, закон сам по себе неплохой и отвечает вопросам безопасности государства, но механизмы его реализации, механизмы проведения процедуры, регистрации должны быть максимально упрощены. Можно делать регистрацию при пересечении туристами границы для того, чтобы здесь на месте туристы не общались с нашими местными властями, с представителями органов, поскольку мы все знаем, что это дает им возможности дополнительно создавать проблемы и трудности для иностранных граждан. Саламатсыздарбы, урматтуу президент, урматтуу жогорку кеңештин депутаттары. Ушул менин атым Азамат, фамилиям Айтбаев, Каракол шаарынын тургуну жана шаардык кеңештин мүчөсү болом. Сиздерден көптөн көп сураначы ушул жакын арада туристтерди регистрация кылуу боюнча закон кабыл алдыңар. Ошонун себептерден азыр биздин Караколдо туристтер азайгандан азайып бартат. Ушул атайын турист сообщество чогултуп, сиздерден суранып кетебиз. Ушул законду отмена кабыл албай койсоңуздар абдан ыраазы болот элек. Себеп дегенде бизде башка промышленный заводдор же башка отрасль жок. Бири гана бизде ушул туризм менен жан багып келатабыз. Бул туризм биздин нан. Ошол себептен ушул регистрация туристов деген законду алып салууңуздарды өтүнөбүз.